Бывшая станица, а ныне сельское поселение Вознесенское, расположенное на Терском хребте возле Малгобека. Воды здесь не было с 2017 года, однако сейчас эта проблема решается. В селе прокладывают новый водопровод. Протяженность нового водопровода в сельском поселении Вознесенское почти 2 километра. Строители копают траншею и прокладывают трубы. У местных жителей праздник. Спустя 6 лет они наконец смогут насладиться благами цивилизации. С электричеством и газом у местных жителей никогда проблем не было, а вот без воды жить было нелегко, признается Михаил Котеев. Мужчина живет здесь несколько десятилетий. Заметно, какое внимание руководство региона им уделяет. В сельское поселение вдыхают вторую жизнь. Потому что хи это основной хаммиер, хи 20 мегаждат. Так постоянно иди таруятся духнах бы таруешь надране магасе бах то уюш дахаш халара ханс то бачаха я бог хабдаг бехачва я бог хабечва мастанина барклал лотхо. Всего в Вознесенском проживают более 1000 человек. Из 166 дворов 135 заселены. Чистой питьевой воды с нетерпением ждут всем селом. У нас будет проложена линия по улице Первомайская, улица Калинина будет задействована, Грозненская до улицы Пионерская, Пионерская, скорее всего, тоже, улица Советская, школа номер 2, улица Кирова и улица Пролетарская. И еще участок, верхний участок, улица Кооперативная. Водопровод начали прокладывать всего 10 дней назад. Уже провели большой фронт работы. Буквально через столько же времени подрядная организация обещает все закончить. В настоящее время половина объема работ сделана. Общая протяженность труб диаметром 110 миллиметров, около 2 километров. Этот объем охватывает процентов 70% сельского поселения. Эти люди будут обеспечены водой. Проблем нету, понимание с заказчиком есть. Сейчас погода нормально установилась, до этого что-то холодновато. Но мы работали. Я думаю, работа будет сделана в срок и качественно. Проблема с водой в Вознесенском под личным контролем главы региона. В феврале 2021 года Махмуд Али Калиматов встречался с местными жителями. Тогда было поручено ответственным службам рассчитать и представить оптимальный вариант для обеспечения села бесперебойным водоснабжением. Вот эта емкость поставить 100 кубометров. Найти место, площадку, значит, чтобы она как раз пошла сюда, в больницу. Мне предложение нужно. Разводку воды надо сделать сюда. Естественно. В феврале прошлого года глава региона встретился с гендиректором Центр ГИКО Холдинг. По итогам встречи достигнута договоренность. Компания выделит 20 миллионов рублей для восстановления водоснабжения в Оползневой зоне Малгобекского района. Было решено построить 2 накопительных резервуара в сельском поселении Южное, откуда будет поступать вода в Вознесенское. То, что были работы сделаны по общему подводу воды с сельского поселения Южное и на станице Вознесенская, это работы закончены. И после этого были сделаны работы, городская часть этого станицы Вознесеновская. Эта работа закончена, около 3 километров труб уложено, у людей вода есть. Многие семьи пару лет назад переехали в многоквартирные дома, воспользовавшись сертификатами в рамках республиканской целевой программы переселения и обустройства семей граждан, проживающих в Оползневой зоне. А всем, кто остался, приходится жить и искать выход из ситуации. В воде нуждаются не только люди, но и животные и растения. Большинство местных жителей занимаются сельским хозяйством. Вознесенская расположена в северной части Республики Ингушетия, и это один из самых засушливых районов региона, поэтому вода здесь просто жизненно необходима. Рабочий процесс контролирует глава района Абдулхамид Костоев и глава села Батрудин Газдиев. Они здесь практически каждый день, даже по выходным.
Совсем скоро работы будут завершены. Жителям до этого приходилось ждать водовозку. Для сельчан по поручению Махмуда Али Калиматова 3 года назад приобрели спецтранспорт для подвоза воды. Он распределен по всем населенным пунктам региона, испытывающим проблемы с водой. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.